Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 00 673 от 3 апреля 2013 года. Зарегистрировано в Енисейском управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ТУВА-24. В студии Инна Клоян, и я вам расскажу о главных событиях дня. Избранный главой Тувы Владислав Хавалык вступит в должность руководителя республики во вторник, 28 сентября. Напомним, что на выборах главы Тувы, которые прошли 17 по 19 сентября, за Владислава Хавалыга дали свои голоса более 86% избирателей. Кроме Владислава Хавалыга, в стране назначены на должность еще 11 руководителей субъектов федерации. Президент России Владимир Путин, поздравляя их, пожелал полной самоотдачи на избранном ими пути. От качества вашей работы, ее четкой координации с правительством и коллегами из других регионов во многом зависит общий успех программ, имеющих для людей первостепенное значение. Имею в виду модернизацию первичного звена здравоохранения, расселение ветхого жилья и благоустройство городских и сельских территорий, газификацию домовладения, а также строительство и модернизацию дорог, объектов транспортной и социальной инфраструктуры, включая капитальный ремонт в предстоящие 5 лет более 7 тысяч школьных зданий. Что здесь требуется от регионов? Обоснованные и своевременные, хорошо просчитанные заявки. Грамотное, рачительное распоряжение средствами, полученными и получаемыми из федерального центра. А в сфере софинансирования четкое, ритмичное исполнение собственных обязательств. Знаю, здесь есть определенные вопросы. Будем на этот счет с правительством говорить и вместе с вами обсуждать этот вопрос. На часть средств дополнительной федеральной субсидии республика приобрела специальную технику для вывоза мусора. Курирующие данное направление Министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с Минприроды Тувы направило на эти цели более 280 миллионов рублей. Несколько автомашин уже прибыло в республику. Подробнее расскажет Алдынкыз Буян. На сегодняшний день в республику прибыло 3 единицы техники. Это один автогрейдер ДСЗ-98 стоимостью более 9 миллионов рублей и 2 ковшовых погрузчика Амкадор 352 на общую сумму более 14 миллионов. Данная техника будет использоваться для ликвидации несанкционированных свалок по республике Тыва, а также для вывоза твердых коммунальных отходов. Поступающая техника на первых порах будет находиться на балансе Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Потом ее передадут в подведомственное унитарное предприятие «Транспортный сервис и проект», которое, в свою очередь, по заявкам будет направлять технику по кажунам республики. Еще будут самосвалы, также специализированная техника КАМАЗы, тягачи с прицепами, тралами. Также будут мусоровозы с боковой загрузкой и контейнеровозы тоже. Техника должна поступить до конца года. В целях сохранности дорогостоящей техники за гаражными боксами будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Всего на сумму более 280 миллионов рублей приобретено 42 единицы техники. Алдынкыз Буян, Чайхан Донга, Кузел Сарых Серен, ТУВА-24. 24 сентября на стадионе Хуреш чествовали и поздравляли передовиков и чемпионов отрасли животноводства. Лучших наградили передвижными банями, юртами и солнечными станциями. В рамках мероприятия также состоялось награждение победителя республиканского вокального конкурса «Иражи Молчин». Тему продолжит Айра Сад. Человек красив и славен своим трудом. Животноводов, которые, не покладая рук, трудятся круглый год, сегодня на стадионе Хуреш награждали и чествовали. С приветственным словом и поздравительной речью выступил избранный глава Тувы Владислав Хавалык. Мы чествуем победителей, показавших лучшие результаты своего нелегкого труда. Добиться звания победителей особенно почетно в юбилейный год столетия тувинской государственности. Дорогие земляки, начался отчет второго столетия истории нашей республики. Передовики в отрасли животноводства за лучшие результаты по сохранности поголовья скота и приплода, по увеличению объемов производства и реализации сельхозпродукции награждены дипломами и сертификатами на получение солнечной электростанции.
празднования на дом организовали и вокальный конкурс республиканского уровня «Раже Молчен». Победителем стал участник губернаторского проекта «Новая жизнь» Хирел Карасал из Сунхемчикского Кажуна. Сегодня в торжественный день он получает сертификат на 100 000 рублей. Чемпионам первой степени праздника животноводов на дом вручают сертификат на получение тувинской традиционной юрты. Среди них и глава крестьянско-фермерского хозяйства Улухемского Кажуна Мерген Палчий. Тодугдага эки журттарының пайдалы болып тұрады. Біздің амжайлы одар белжеріне солып, өгіні чайлақ жетіп, күзек жетіп, жаң көжеріңе ептік болып тұрады. Мен амжайлы малжын өгілігі өскен, чайлы қылбыла жорur ажылым болды. В числе лучших и глава крестьянско-фермерского хозяйства Тандинского Кажуна Светлана Оржак, ветеран животноводства, отмечает, что сборно-разборная юрта в хозяйстве всегда пригодится. Потуга бодмөз ар төлүм болдарын билагаттай арылдап турабыз. Малчын жоламчылар анаяктарны өзү малчынардын арын жакегердир мен жүгөдерге бу хамбо едим анаяк малчынар база көдөп турар. Кыштагылар проектлеринде. Передвижные бани на прицепе вручают передовикам второй степени национального праздника животноводов на дом. Бани были специально заказаны за пределами республики. Почему бани на колесах? Бани, потому что они же кочуют наши чабаны, летние стоянки, зимние стоянки. Это им будет очень хорошо, что они могут его перевозить с зимника на летних, с летника на осенник. Передовик второй степени Орлан Санчи в числе тех, кто сегодня получает передвижную баню на прицепе. Мероприятие почествования животноводов завершилось торжественным концертом, на котором выступили народные артисты и танцевальные коллективы республики. Айрасад Буян-Нойон, Кузел Сарысарен, Тува-24. На вопрос, почему не работают гортопы и топливные склады, реализующие продажу каменного угля для населения, в своем интернет-блоке региональная Минтопэнерго отвечают следующим образом. Тувинская горнорудная компания, как монополист и частная компания, готова продавать уголь для юридических лиц по цене выше, чем физическим лицам. То есть не 2220, а за 2985 рублей за тонну. В связи с этим работа многих юридических лиц приостановлена, так как при отгрузке угля с ТГРК для юридических лиц по высокой цене, конечная стоимость для потребителя становится намного выше установленной правительством. Данный вопрос решается и остается на контроле у министерства и мэрии Кызыла. В Национальном музее Республики Тыва состоялось открытие выставки «Кужугет Шойгу. Ровесник ТНР» и вечер памяти, посвященный столетнему юбилею со дня рождения известного государственного и общественного деятеля Кужугета Сергеевича Шойгу. Как прошло открытие, расскажет Алдынкыз Буян. На торжественную церемонию разрезания красной ленты были приглашены дети Кужугета Шойгу, Светлана Сана и Ирина Шойгу, а также временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалых. Мероприятие прошло в узком кругу приглашенных из-за эпидемиологической ситуации в Туве. Гости узнали о жизни и достижениях видного государственного и партийного деятеля Тувы. На выставке вы сможете увидеть самые важные, самые основные моменты из его жизни. Конечно же, в первую очередь мы отразили его малую родину, то есть то место, где он родился и вырос. Вы сможете увидеть его семью, его жена Александра Яковлевна и его дети Светлана Кужугетовна, Лариса, Ирина и Сергей Кужугетович Шойгу.
Кужугет Шойгу является не только государственным деятелем, но и журналистом, писателем. Он автор книг «Перо черного грифа» и «Тану Тува», в основах которых легли реальные исторические события и факты из истории Тувы и жизни людей. После выхода на заслуженный отдых он начал писать, уже занялся писательской деятельностью и написал замечательные книги о истории своей родной Тувы. Память о Кужугете Шойгу у детей самая теплая. Как рассказывает одна из дочерей, она помнит его вдумчивым и много читающим. Но, несмотря на занятость отца, находил всегда время для своей семьи. Выходные дни проводили все вместе. Я помню, что мой отец всегда был на работе. Вот редкие дни, выходные, может быть, когда мы всегда проводили вместе, когда это было возможно. Мы ездили на природу, отдыхали. И я помню, что мой отец был неразговорчивый, он мало говорил, но всегда чувствовался его авторитет, всегда я чувствовала его мнение о том, что я делаю, хорошо это или плохо, правильно или неправильно. И всегда это было ориентиром для меня, и я думаю, что для всех нас. Не только Кужугет Шойгу, но и его дети всегда преданы малой родине. Герой России, министр обороны Сергей Шойгу, депутат Госдумы Лариса Шойгу внесли весомый вклад в развитие республики. Открытие выставки, посвященной столетию общественного деятеля, продолжилось творческим вечером Марины Захаровой «Корнями вечен человек». Алдынкыз Буян Оюн, Азамат Очур, Тува-24. Надзорные органы продолжают рейды по проверке соблюдения антиковидных ограничений. В Кызыле нарушения выявляются в части запрета на проведение семейных торжеств. В выходные дни составлен протокол в отношении администратора одного из столичных ресторанов. Напомним, что в России ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией вновь обостряется. Прирост за сутки более 22 тысяч заболевших. За сутки умерло 805 человек. В Туве выявлено за сутки 54 новых случая. С начала года умерло 183 человека. Врачи рекомендуют привиться каждому, ведь вакцинация – наиболее эффективный метод защиты от новой коронавирусной инфекции. Защитите себя и своих близких. Коллективный иммунитет у нас в республике сформирован на 52,5%. То есть крайне недостаточно для того, чтобы сегодня говорить о всех тех мерах защиты населения от новой коронавирусной инфекции. Удельный вес геноварианта дельта по-прежнему остается высоким, более 50%. И коэффициент распространения за отчетную неделю составил 0,9. Для того, чтобы перейти к следующему, у нас должно быть в течение 2 недель 0,8. А для снятия ограничений нам нужно 0,5. Поэтому мы пока держимся вот на таком показателе. И предложения, уважаемый Александр Владимирович, здесь все те предложения, которые были направлены на усиление административной практики, на усиление контроля за указом главы республики, которые были предложены в прошлый раз, они остаются в силе. Благодаря бдительности и профессионализму полицейских региональной госавтоинспекции с начала осени в Туве была пресечена незаконная перевозка и хранение 136 граммов гашиша. Подробнее в следующем материале. Только в сентябре текущего года дорожными полицейскими в Туве было выявлено 10 фактов незаконной перевозки наркотиков. Изъято более 130 граммов опасного зелья. Так, в ходе патрулирования инспекторами ДПС задержан водитель автомобиля ВАЗ-2112, который управлял транспортным средством с признаками опьянения. Кроме того, при проверке по базе ГИБДД установлено, что водительское удостоверение ему не выдавалось. Помимо того, что молодой человек оказался в нетрезвом состоянии, так его пассажир в ходе общения с полицейскими совершил сброс подозрительного вещества. Последующее исследование подтвердило, что изъятым веществом является гашиш общей массой чуть более 3 граммов. Так, за незаконное изготовление, хранение и перевозку наркотиков в значительном размере в отношении пассажира возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следующее преступление было пресечено на автодороге Кызыл-Царыксеп. Инспекторы дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС региональной госавтоинспекции остановили для проверки автомашину «Лада» 217-030. В то время, как дорожные полицейские проверяли документы водителя, он успел передать пассажиру какой-то сверток, который тот сбросил под машину.
Вызванной на место инспекторами ДПС следственной оперативной группой в присутствии понятых изъято 75 фрагментов вещества с признаками наркотического. Так, согласно справке об исследовании, данное вещество является запрещенным в обороте гашишем. Вес изъятой партии гашиша составил более 92 граммов. В обоих случаях возбуждено уголовное дело за незаконную перевозку и хранение наркотиков. Всего с начала года инспекторами ДПС в Туве было пресечено 57 фактов незаконного оборота наркотиков. Изъято порядка 9 килограммов дурманящего зелья. Сайган Бирбил, Буян Монгуш, Кузел Сарксарян, Тува-24. Сегодня сотрудники службы ГО и ЧС Тувы спасли девушку, которая спрыгнула с коммунального моста в Кызыле. Сообщение поступило от жителей на пульс системы 112 в 10:25 утра. Члены поисково-спасательного отдела службы Мерген Иргит и Базыр Кулар на быстроходной лодке «Беркут» в 10:30 достали девушку из воды в районе кожзавода. Пострадавшую доставили на берег и передали медикам. 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В целях предупреждения несчастных случаев с группами, которые планируют путешествия по территории нашей республики, Главное управление МЧС напоминает о необходимости регистрации с указанием вашего маршрута передвижения. Форму онлайн-заявки можно заполнить через единый сервис МЧС России, ссылка на который также активен на официальном сайте Главного управления МЧС России по Республике Тыва. Желаем туристам безопасных путешествий и самых лучших впечатлений. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях, берегите себя и будьте здоровы. В студии была Инна Клоян. До встречи в эфире.